Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Иван мырза, мына биздин кыргыз жергесине кош келиптирсиз. Кечээ Кыргызстанда биздин өлкө башчынын демилгеси боюнча болгон Алтай цивилизациясынын форумуна келип катышып, ошонун арасында сиз биздин жергебизде абдан сыйлуу конокторубуздун бири болдуңуз. Биздин Кыргызстан жөнүндө, биздин эле эмес, сиздин бир туугандарыңыз кыргыз эли жөнүндө кандай ойдо кетип жатасыз? Ошол жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз. Мен бу кыргыз жерине келген ушун Алтай цивилизация форумга мени айтырганы үчүн бүгүн биз бу телекөрүлтөдө мындай бу тушташууда отурганы үчүн жаган алкыш айтып турум. Алтай цивилизация деген форумдун учуру улуу жаан. Биз улуу кыргыз каганат ушунда биз бир калык болуп, онун кийининде Чыңгыстын кийининде бери жаншанда кыргыздар мында артып, Алтайдын кыргыздары анда, Енисейдин башында кыргыздар мында артып, бүгүн Алтай цивилизация деген форумда биз ойто бирге жолугуп, тил табышып, мына сүйлөшкөнү ол бүгүн жаан учурлуу. Кыргыз Республиканын президенти мындай баштануу жаан ишти өткөргөнү ол бастыра Евразия ичинде жаан учурлуу деп мен сананып турум. Действительно, сегодня умение общаться друг с другом, понимать друг друга, это не дается. Самим собой, от Бога не дается. А бизге десе бүгүн сөйлөшүү керек, жолугушуу керек. Бүгүн биз бу 21-ші шақта, на уровне 21 века, когда говорим глобализация, а что нас сегодня объединяет? Какие наши общие корни? Алтай цивилизации деген бу форумда биз кыргыз калыктар, биздин тарыхыбыз, биздин дүүкүбүз бир, биздин тилибиз бир. Биздин эпосубуз, Манастын тууган жери Алтай болот. Алтайдан келген Манас. Ол биздин таасылыбыз, биздин тамырыбыздын бир болгонун керелип турады. Onun үшін bu Евразия кыймыгусунда, в евразийском движении общение между людьми, между странами, между народами на основе общности своего исторического пути, именно вокруг кыргызского каганата сегодня имеет это очень большое значение. В каком плане? Мы сегодня много говорим о понятии Алтая как прародины тюркской цивилизации. Мы много говорим и знаем, что такое алтайская семья языков. Мы знаем по истории, что такое великий кыргызский каганат, уйгурский каганат. А через призму сегодняшнего дня, через призму, что такое кыргызский каганат в перспективе развития, вот о чем мы сегодня должны думать. Потому что общность людей, общность на уровне древнетюркской нашей письменности, это не архаичное явление. Мы должны через это смотреть уже в будущем как. Мы же должны подрастающее поколение, своих детей, молодежь учить. Чему учить? А учить надо своей истории. А история наша какая? Где наша общность, где наша великая культура. Только так мы можем воспитать настоящих патриотов, настоящих кыргызов. Мы, допустим, на Алтае тоже этому уделяем большое внимание. За эти годы мы издали уже 17 томов героических сказаний, чтобы дети в школах, в детских садах, в учебных заведениях, в университетах, чтобы знали свой язык, свои традиции.
сөзүңүзгө аралжы жана Бидиорустун деген алтайлыктардын түпкү тамыры кыргыз болгон деген сөзгө мунун маңызы эмнеде? Муну сиз ушу окуган киши катары, ошол иш менен алектенген киши катары бул алтайлыктардын түпкү теги кыргыз болгон деген сөзгө кандай маани бересиз? Мен айттым, ол Бидиоров ол тарихта жандан, ол жазуусуда жандан ол шын айтты. Биз көзөр неде 4-нчи шакта, 5-нчи шакта, как кыргыз каганат тушунда бир өйдө анда Алтайдын тооларында жатып, жарым жылдың башында мында ысык колго келип, мында жаншында журтап, ойттомдай, бул бир мындай калктын бир жолу болгон. Брамтой ол жанан айтты. Мен ол форумда мындай кучун айттым. Bizde Altıngöl var. Altıngöl'de de bizde Dölözgöl de var. Evet. Dölözler bizde de köp. Evet. Munda da ben geçe Dölözlerge joluktum. Bizde Baygöl var. Baygöl degenim Baygöl. Baykal. Munda Исыккөл de var. Исыккөл de var dedi. Исыккөлде Алтайда Ыйыккөл de var dedi. Ыйыккөл. Ыйыккөл bu göldür біздің тарихыбызды, біздің жолыбызды, біздің тамырыбыздың бір байланыштырып тұрған болып жатыр. Оның үшін біз Алтайдың қырғызы ба, емесі Енесайдың қырғызы ба, Жаншанның қырғызы, ол бір байлық болып жатыр. Кыргыздар ууруга бөлүнгөн сыяктуу Алтайда кандай уруулар бар айтып өтсөңүз, мүмкүн биз менен бир окшоштугу бардыр. Bu Altay'da da bunda bu Janşan'da da bizim urular varsa bizde de Altay'dan can uruları, can sögü Dölözler buladı. Dölözler. Naymandar bizde var. Kıpçaklar bizde var. Munduslar. Sizlerde de var mı? Munduslar var. Var, Munduslar var. Munduslar da var. Bizde Dite Sarı da var. Bizde Kırgız'da uru var. Алтайда саяктар жок бу? Саяктарды bizde Dite Sarı da baydadı. Dite Sarı da baydadı. Саяктарды бар. Dite Sarı da baydadı. Бул Евразия биримдиги чыңдоонун руханий идеясын сиз эмнеден көрөсүз ошо жалпы жөнүнөн айтканда? Евразия, вот я считаю, что вот будущее вот наших народов, наших братских стран именно в этом. Великий тарихчи Лев Николаевич Гумилев, вот он же был одним из авторов идеи евразийства. Сегодня мы говорим, у нас Евразийский экономический союз. Мы говорим сегодня на Союз независимых государств, да, СНГ, на основе тоже А что должно составлять основу? Конечно же, евразийство. Потому что и евразийство это не просто и Евразия. Евразийство это и со времен Александра Невского, со времен Золотой Орды, со времен первых тюркских каганатов, со времен кыргызского каганата. Вот это есть наша Евразия. Вот это есть наша идеология. И сегодня нам очень важно на это посмотреть уже через призму сегодняшнего дня, через призму глобализации. В условиях глобализации мы можем затеряться. Если, через евразийство, это как раз позволяет нам находить общий язык, в этом отношении форум алтайской цивилизации и родственные народы, алтайской системы языков имеет историческое значение. Не побоюсь этого слова. И инициатива Алмазбека Шаршеновича Атамбаева имеет большую историческую перспективу. В каком плане? Дай Бог, чтобы руководители наших государств, братских государств, и России, Кыргызстана, Казахстана, допустим, Монголии, Узбекистана, мне кажется, должны здесь находить точку соприкосновения, потому что именно гуманитарное,
культурная составляющая, духовная основа является фундаментом всего развития. Хочу подчеркнуть, включая и экономическое развитие. Экономическое. Кстати, в регионах, даже в наших братских странах, в этом отношении очень много делается. Только, знаете, естественно, врознь. А форум алтайской цивилизации позволила как-то уже собраться вместе с нашими учеными, с нашими представителями творческой интеллигенции, научной интеллигенции, уже сообща поговорить. Вот, например, несколько дней тому назад генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова посетила Якутию. И там приняла участие в заложении памятного знака о создании Международного центра эпоса народов Евразии. Вот что нужно. Это же якуты, допустим, сейчас перевели Манас на якутский язык, Олонхо переведен на кыргызский язык. Мы сейчас Олонхо перевели на алтайский язык. То есть вот что сегодня. Потому что эпос, героическое сказание, это как раз тот скреп, который объединяет сам народ и братские народы. А в данном случае мы говорим кыргызские народы или алтайские народы. Или мы сейчас в России разрабатываем такой проект «Союз священных озер». Я уже говорил, Байкал, Алтангөл, Байгөл, Алтангөл и Яколь. Потому что у каждого народа есть свое священное озеро. Вот через это, знаете, подходить к этому единению. Чтобы не на пустом, давайте что у нас общая история, давайте будем жить дружно. Это просто, как у кота Леопольда, так ведь? А мы должны через такие, или же уже несколько лет, уже более 10 лет у нас в России действует такой форум, проект, как Международный кочевой театральный фестиваль. Это «Желанный берег». Инициатором был и является Андрей Исаевич Борисов, это уже выдающийся режиссер современности. Он в свое время поставил спектакль «Желанный берег» по мотивам повести Чингиса Айткуловича Айтматова «Бег и пес, бегущий краем моря». Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Иван Мырза менен маегибиздин экинчи бөлүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин жанында улантып, Иван Мырза, мына жогоруда айтып өттүңүз, биздин Алтай чыгармачылыгында, ошо Алтай искусствосунда Айтматовдун орду өзгөчө деп. Ошол Айтматов жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Кыскача, Айтматов жаңызда улуу жазуучу эмес. Айтматов бүгүн биздин улуу шүлтечи, улуу биздин ойгор, улуу евразиец. Чингис Айткулович, он опередил свое время, и когда создавал такие великие творения, как «Белый пароход», как «Прощай, Гульсары», он же как раз на основе общности нашей духовной культуры, нашей истории говорил, что у нас больше то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Это же великий гуманизм был. Сегодня, в эпоху глобализации, именно произведения Чингиса Айткуловича, они как никогда, они актуальны, они современны. И в условиях сегодня, в эпоху, в непростое время мы живем сегодня, когда пытаются разъединить людей, страны разъединить, и по разным поводам, и по расовым, по национальным, по языковым, далее. А Айтматов это как раз тот скреп, это тот, понимаете, духовная великая сила, которая объединяет людей по законам вечных ценностей, добра, справедливости. Ну и, конечно же, я уже говорил, наших общих
общих духовных корней. Сегодня, еще раз повторюсь, но Айтматов, как никогда, он один из самых современных писателей 21 века. Земля Кыргызстана, земля кыргызов и на Алтае, и на Иссык-Куле, и на Енисее всегда была эпической землей. Не случайно один из шедевров народного творчества на уровне мировой цивилизации Манас, он является великим памятником именно кыргызской культуры, алтайской цивилизации. И не случайно, мне думается, здесь родилась традиция проведения всемирных игр кочевников. Вот в этом великая заслуга президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Вот он эти вещи не просто придумывает, на мой взгляд, а он же исходит из наших многовековых традиций. Потому что человеческая цивилизация делится на скотоводческое направление цивилизации или культуру, или на земледельческую культуру. А скотоводческое, кочевническое направление цивилизации – это наше. Это составляет наше духовное состояние. И то, что в этом году опять в Кыргызстане открывается центр кочевой цивилизации здесь уже, причем, который имеет большую перспективу. Там и руководитель Татарстана, Башкортостана изъявили желание уже расширить этот центр. Я знаю, что там и уйгуры, там и алтайцы, там и якуты. Вот что сегодня. И в этом отношении президент Алмазбек Атамбаев проводит такую инициативную государственную линию, и не только это в масштабе Центральной Азии, а в масштабе, можно сказать, всей Евразии. И несомненно, то, что он за эти годы уже сделал такое, это уже станет очень серьезным фундаментом всего нашего движения в евразийском пространстве по объединению или по выводу, что ли, отношений между людьми, между странами на уровень 21 века. Мы говорим сегодня о формировании модели духовно-экологической цивилизации, а эта модель сегодня формируется здесь, на берегу Иссык-Куля. Мы сейчас находимся, стоим у памятника Саякбаю Каралаеву. Это один из столпов мировой культуры. Это тоже невысокие слова, потому что ведь Манас, он является сейчас, вошел в список всемирного наследия нематериальной культуры человечества. Так ведь? И то, что в свое время, я уже возвращаюсь к Чингису Таракиловичу, когда он, опередив свое время, он своим творчеством, он закладывал основу того, что сегодня уже практически осуществляется, и благодаря инициативе Алмазбека Атамбаева все в этом мире, ничего случайно не бывает. Все это идет в таком едином историческом развитии, которое опирается на наши древние традиции, которые мы общими словами называем алтайская цивилизация или великий кыргызский каганат.
Сиз жогоруда маек берип жатып, ушу дүйнө жүзүндөгү деп да койсок болот, Алтайда, бизде жана башка жактарда болгон ыйык көлдөрдү бириктирүү керек деген оюңузду айтып өттүңүз. Сол жөнүндө бир кайталап кетсеңиз. Мен Алтай киши bu Кыргызстанга bu ыйык көлгө келип, андай улуу жан тем күч алынды. Биз кыргыздарга биз көк теңири, биздин жаткан жерибиз, журтубуз бир болгонун биз бир унутпайлы. Onun үчүн бизде Алтын көл деп айтады. Ол Дөөлөстө, уну Дөөлөс бир жандан Дөөлөс көл деп айтат. Байкалды Байкөл деп айтат, Байгөл. Ысык көлдү биздин Алтайда дезе ыйык көл деп айтат. Бул тегиндүү сөз эмес. Ол Байгөл, Алтын көл, ыйык көл, ол бирге тутуш. Вот бизде кыргыз калдыктардын бирге чокон дем күч болуп жатат. Вот почему мы сегодня разрабатываем проект «Союз священных озер». У каждого народа есть свое священное озеро. А для нас, для народа алтайской цивилизации, потомков кыргызского каганата, вот это есть единый скреп, который Көк-Тенгри всегда составляла нашим единым духовно-природным или духовно-экологическим состоянием. Не случайно, ведь сегодня человечество подошло к пониманию, что мы уже от техногенного подхода отошли, от технического, от каких сейчас мы переживаем эпоху информационной цивилизации. Но наше будущее и то, что нам, как предки наши завещали, мы должны выйти на модель формирования, создания духовно-экологической цивилизации. И то, что здесь в Кыргызстане сегодня эти проекты сейчас разрабатываются, и то, что почему нужен был сегодня нам форум алтайской цивилизации и родственные народы, и в этом отношении президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, то тоже, знаете, он просто как бы предвидя будущее развитие нашей цивилизации, здесь, мне кажется, сделал конкретный шаг, собрав этот форум от алтайской цивилизации, или в прошлом году Всемирные игры кочевников, или в этом году создал центр кочевой цивилизации. Все это должно быть в едином цикле, как Байгөл, Алтын көл, ыйык көл. Ыйык көлдү көрүп, менин санамда Алтын көл, Дөөлөс көл, Байгөл. Биздин Алтайда мындай сөз бар. Туурасынан көргөндө учу көрүнбөс Алтын көл, үстүртүнөн көргөндө түбү көрүнбөс ыйык көл. Это есть наше духовное состояние. Из этого мы черпаем нашу энергию, сочлененный с нашим вечным синим небом. И сегодня, находясь на берегу священного озера ыйык көл, мы думаем в течение тысячелетий, пронеся наше духовное богатство, наша главная теперь цель, задача, все это богатство природно-экологическое нести и дальше, чтобы под этим солнцем и луной алтайская цивилизация, цивилизация кыргызского народа,
славянской цивилизации составляла одну из основ всей человеческой цивилизации, всего евразийского пространства. Исыколга башпылсын, алкышпылсын. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.